За 2016 год произошло 73 крупных дорожно-транспортных происшествий. Как итог, 30 погибших. В 2017 году ситуация не лучше. За прошедшие полгода на дорогах уже погибло 25 человек. Только за текущий месяц произошло 5 аварий. Динамика неутешительная. Именно она и побудила депутатов молодежного парламента внести свою лепту в дело урегулирования этой ситуации. Изо дня в день, наблюдая участившиеся случаи дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашей республики, у депутатов молодежного парламента при Народном собрании Республики Ингушетия возникла идея проведения данного мероприятия с приглашением всех заинтересованных сторон для обсуждения данной проблемы и выработки рекомендаций для их предотвращения. Затрагивая тему предстоящего праздника, представитель ГИБДД Ахмед Тамбиев отметил, что в прошлом году в первый же день было совершено ДТП со смертельным исходом. Жертвой нерадивого водителя стал ребенок. В этом году в праздничные дни все силы будут брошены на предотвращение подобных аварий. В этом году мы надеемся, что марш пройдут без пострадавших. Но, по крайней мере, мы приложим все свои усилия по всем дорогам и постараемся не допустить. Но все зависит от самих участников дорожного движения. Также участники круглого стола затронули тему, касающуюся родителей, которые на празднике вручают своим несовершеннолетним детям ключи от машин. В итоге из-за неуверенного или наоборот чрезмерно агрессивного вождения нередко страдают остальные участники дорожного движения. Молодые гости поинтересовались, какие меры будут предприниматься по отношению к таким людям. Потому что я сам не раз попадал в ситуацию, когда помеху создают именно лица, которые еще не получили водительского удостоверения. Передача управления в отношении родителей составляет материал, где предусмотрено штраф 30 тысяч рублей. За управление транспортным средством без права управления от 5 до 15 тысяч. Мы стараемся от 5 не брать не минимально, а по максимальному. Несовершеннолетние водители, высокая скорость и безответственные родители – это далеко не полный список тем, волнующих собравшихся. Стало очень модно полностью запасаться алкоголем, чтобы наверстать упущенное. Для отвлечения этих действий какие меры вы принимаете в отношении того, чтобы алкоголь на территории республики не завозилось? Сотрудники ГИБДД заверили, что они сделают все возможное, чтобы минимизировать случаи вождения в нетрезвом состоянии. В этом вопросе возникают спорные моменты, потому что в основном попадаются те, у кого в машине можно обнаружить 1-2 бутылки спиртного для личного употребления. А наказывать или хотя бы выписать штраф сотрудник ГАИ имеет право лишь в том случае, если водитель везет алкоголь в большом количестве и в целях продажи. Вот эти молодые ребята, которые сейчас стоят на постах, которые только становятся инспекторами ДПС, я вот неоднократно сталкивался с такой ситуацией, что они воздействуют, как вы говорите, да, они проводят беседы с людьми, то есть они говорят о том, что не надо этого делать. За столом не случайно самые активные представители ингушской молодежи. Именно через них молодежный парламент надеется донести до всего общества вопросы, обсуждаемые на этой встрече. Сегодня пригласили вот именно этих ребят, мы наблюдаем наиболее массовой, так сказать, аудитории подписчиков. Сейчас это у нас элемент, который нельзя уже не реагировать, да, подписчики, соцсети. В решении данного вопроса главное взаимодействие двух сторон. Молодые люди изъявили желание сотрудничать с ГАИ и проводить совместные мероприятия, подчеркнув, что такой способ работы должен стать результативным. Формы какого-то соглашения и взаимодействия, либо проводить какие-то мероприятия, насколько ГИБДД проводит мероприятия социальной направленности, и автоклубы очень часто этим занимаются. Но все-таки внести общую уже лепту для того, чтобы попробовать снизить или убедить сознательность, призвать наших. В завершении круглого стола каждый из присутствующих обратился к водителям Ингушетии, чтобы они соблюдали правила дорожного движения и ценили свою и чужие жизни. Подводя итоги, мне хотелось напомнить нашим водителям, что жизнь – это бесценный дар, и человек обязан беречь ее. По окончании священного месяца Рамадан нам не стоит терять те положительные качества, которые мы приобрели в течение него. Хочется обратиться к нашим автомобилистам, пускай они не будут спешить, можно пренебречь несколькими адресами, чтобы все участники дорожного движения были в безопасности. Мы получили массу хорошей информации, и хочу, чтобы эту информацию мы сами доведем до участников дорожного движения, знакомых. И хочу, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения. Индира Манкиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.